Самое очаровательное время года в Пекине – весна. Солнце греет, окружают яркие ароматы цветов, а температура воздуха всегда комфортная. Давайте насладимся красотой весеннего Пекина вместе. Первая остановка – это набережная реки Лянгма. Ее еще сравнивают с Парижской Сеной. Продолжительность реки в черте города 18 километров. Вокруг Лянгмачао сосредоточены очень интересные здания и важные организации. Вообще, это излюбленное место иностранных туристов и местных жителей города. Ведь здесь очень много кафе и ресторанов интернациональной кухни после трапезы, в которых всем нравится здесь прогуляться. Помимо пеших прогулок, набережная Лянгмачао знаменита своими спортсменами. Здесь люди плавают, бегают, катаются на сапах, на роликах и закаляются. Еще одно место для весенних прогулок – пекинские хутуны. Несколько домов и дворов соединяются между собой стеной, образуют ряды, а между этими рядами образуются вот такие хутуны. То есть хутуны – это такие маленькие узенькие улочки между китайских традиционных домов, которые были придуманы еще в Средневековье. И в таких домах жили самые обычные люди. В настоящее время в Пекине насчитывается более 6000 хутунов, и некоторые из них взяты под охрану государства, как памятники старины. Весной здесь любят гулять, потому что на фоне современного Пекина хутуны выглядят необычно и заманчиво. По узким улочкам приятно прогуляться, сделать шопинг и найти необычное место для перекуса или кофе. Многие приезжие экспаты стараются пожить в таких домах хотя бы чуть-чуть, чтобы по-настоящему углубиться в китайскую культуру. В Пекине в марте распускаются цветы вишни и персиков, в апреле магнолии и абрикосов, а в мае цветут груши и пионы. Столица Китая всю весну утопает в цветах, и, конечно же, есть много мест, где можно ими насладиться. К примеру, любимый парк императора в прошлом – Юйюаньтань, где я сейчас и нахожусь. В этом уникальном саду высажены более 2000 деревьев и растут 20 видов сакуры. И, конечно же, весной это главная достопримечательность Пекина. Помимо цветов, в этом парке очень много чего для привлечения туристов. К примеру, необычное мороженое в форме сакуры. Оно бывает различных вкусов, со вкусом малины, клубники и даже зеленого чая. Я хочу попробовать со вкусом клубники. А вы когда-нибудь пробовали подобное мороженое, глядя на пышные облака деревьев? Если нет, то приезжайте в Пекин. А Пекин город большой, здесь проживает более 21 миллиона человек. Каждые 500 метров здесь можно наткнуться на какой-нибудь сквер или парк для спорта и отдыха. В целом в Пекине более 1000 парков, обойти которые потребуется 3 года. Конечно, must-have для посещения Пекина не ограничиваются сегодняшними 3 локациями. Еще есть знаменитый запретный город, где ярко-красная стена перекликается с белой нефритовой орхидеей. Великая китайская стена, где весной горные цветы распускаются пышным цветом. Храм неба, хранящий таинственность по сей день. И многие другие места, о которых мы расскажем в следующих выпусках программы. А пока давайте узнаем у наших друзей, куда можно и нужно сходить весной в столицах их стран. Столицей великолепного Узбекистана является древнейший и красивейший Ташкент, истинный бриллиант Центральной Азии. И если вы хотите его посетить, мы всегда вам скажем «добро пожаловать». И те 3 места, которые я вам порекомендую сегодня и сейчас, вам обязательно нужно посетить. Первый – это Ташкент-Сити.
современный взгляд на наше развитие. Придя туда, вы увидите, каким он стал на самом деле сейчас. Есть, конечно, древний Ташкент, старый, исторический, но есть новый, который восхищает всех абсолютно людей, которые приезжают в нашу гостеприимную страну. Ташкент-Сити – это место для прогулок и место для восхищения. Ведь вечером, пройдясь там, вы увидите все спектры радуги. Огни, которые уходят высоко ввысь, вас поразят. И то, что вы там увидите, а впрочем, лучше приехать и посмотреть. А что же сказать о древнем Ташкенте и его артефактах? О тех мечетях, ну или местах паломничества, которые всегда привлекали людей, интересующихся древней историей. Их у нас тоже в достатке. Столица наша прекрасна не только современными объектами, но и, конечно же, древними, где история запечатлена, и каждый гид расскажет вам все, что вы хотели бы об этом узнать. Ну а если вы проголодаетесь и захотите поесть, то здесь у нас огромный спектр блюд, ведь наша кухня одна из самых богатых в мире, а также сытных и калорийных. И если вы любите хорошо поесть, вам в Ташкенте придется посетить очень много мест. И везде вас встретят с распростертыми объятиями. Ведь наша кулинария – это то, чем мы так гордимся. И я смею надеяться, что вам понравится абсолютно все. Все те блюда, которые готовят руки наших прекрасных кулинаров. Казахстан – прекрасная страна для отдыха и развлечений. Столица Казахстана – Астана. Если вы хотите посетить столицу Казахстана и не знаете, с чего начать, тогда я представляю вашему вниманию топ-3 интересных мест столицы. И, конечно же, первая достопримечательность в нашем списке – это Байтерек. Кстати, в 1997 году в Казахстане перенесли столицу из Алматы в Ахмалу, ныне Астана, и поэтому этот архитектурный объект имеет высоту 97 метров, позолоченный шар диаметром 22 метра. Примечательно, что есть оттиск ладони первого президента Казахстана, и называется он Аялла Алакан. В народе даже ходит легенда, что когда к нему прикладываешь руку, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. А еще сооружение имеет смотровую площадку, и вы можете насладиться прекрасным видом на весь город. В целом, Байтерек означает молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию. После Байтерека можно прогуляться по бульвару Нурлы-Жол и дойти до следующей точки Хан-Шатыра. Этот торгово-развлекательный центр имеет необычную форму шатра, высота 90 метров, общая площадь 140 тысяч квадратных метров. Это равносильно 10 футбольным стадионам. Здесь есть динопарк, торговый центр, горки, монорельс, река для катания на лодках, а также крытый пляжный курорт. Кстати, туда привозят песок с Мальдивских островов. Это превосходное место для семейного отдыха. А спроектировал этот архитектурный шедевр знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Обязательно приезжайте в Казахстан, Астану и убедитесь в этом сами. Крупнейший город Кыргызстана находится у самого предгорья Тянь-Шаня и горного хребта Алато в живописной Чуйской долине. Почему это самое посещаемое место в стране, легко понять. Хотите ли вы осмотреть исторические достопримечательности, прогуляться по улицам Бишкека, проехаться верхом на лошади по величественным горам или поесть национальные блюда кыргызов? Нет ничего неправильного в том, чтобы это сделать, и каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое. Театр оперы и балета является одним из самых интересных объектов Бишкека. Театр располагается в самом центре города. Здание представляет собой настоящую древнегреческую классику. Передняя часть здания украшена колоссальной колоннадой. Округлые колонны завершаются ослепительными белыми гипсовыми барельефами, а на крыше возвышаются точенные изваяния муз. Ежедневно на сцене театра оперы и балета представляют мировой балет в сопровождении симфонического оркестра. Тем не менее, всего в 40 километрах к югу от столицы находится прекрасное место Чонгкурчак.
Это место – симбиоз национальной культуры и современных условий. Здесь можно насладиться первозданной природой, множество горных рельефов и ландшафтов, березовые и лиственничные рощи, еловые леса и заросли орчи, альпийские луга, ледники и скальные стены. В окружении гор можно попробовать национальную кухню. Она совмещает в себя древнюю кочевую культуру кыргызов и заимствование блюд и рецептов более 80 национальностей и народностей, проживающих в нашей стране, а также соседей Узбекистана и Китая. Баку – колоритный город с богатой историей. По соседству с небоскребами расположен старый город с узкими улочками, музеями и художественными галереями. Именно это сочетание несочетаемого поражает впервые прибывших в столицу Азербайджана туристов. Среди наиболее посещаемых достопримечательностей Баку весной и Чаричахер, что в переводе означает «внутренний город», является самой старой частью Баку. Он укрылся от современных застроек крепостными стенами, сохранив тем самым дух прошлого. Прогуливаясь по старинным улочкам, словно с помощью машины времени попадаешь в древний город с жилыми постройками, мечетями, дворцами и караван-сараями. Является историческим и архитектурным заповедником и считается музеем под открытым небом. Для иностранного туриста здесь открывается возможность ознакомиться с историей столицы. Самой посещаемой достопримечательностью старого города по праву считается Девичья башня Гыз-Голосы, хранящая в себе множество тайн. Доподлинно неизвестно ее назначение и время создания. Некоторые ученые склоняются к тому, что Девичья башня была построена в средние века и входила в оборонительную систему государства Ширваншаха. Другие считают, что некоторые архитектурные элементы в построении башни позволяют отнести памятник еще более древним векам. А визитной карточкой современного Баку можно назвать центр Гейдара Алиева. Здание спроектировано известным британским архитектором Захой Хадид. Волнообразное и не имеющее ни одной прямой линии архитектурное творение функционирует как музейно-выставочный центр с большим разнообразием постоянных и временных экспозиций. Полюбился многим и парк, созданный вокруг центра Гейдара Алиева. Это отличное место для пикника и активного досуга. И именно здесь расположилась композиция «I Love Baku», ставшая популярной для фото на память о незабываемом путешествии. Добро пожаловать в Таджикистан, в Центр науки и высокой культуры гостеприимства, душевный город Душанбе. Строительство административных зданий и социальных учреждений, запуск различных предприятий и компаний, строительство и реконструкция культурно-зрелищных объектов, использование учебных центров и спортивных площадок, ремонт мостов, дорог и парков, которые расширялись за последнее время, без преувеличения сделали Душанбе современной процветающей столицей и превратились в туристический центр. Ведь не зря Душанбе был объявлен туристической столицей Шанхайской организации сотрудничества. Скажу честно, учитывая развитую инфраструктуру, мне было сложно выбрать 3 посещаемых мест солнечного Душанбе. Имею честь сказать, что у нас один из самых высоких флагштоков в мире, высотой 165 метров. Установлен именно в Душанбе и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый, кто живет и посетил Душанбе, должен посетить Национальный музей Таджикистана. Это то место, где люди могут узнать многое о нас, о Таджикистане, об истории и в целом. Итак, Национальный музей Таджикистана. Она состоит из 22 больших и малых экспозиционных залов. Экспозиционная площадь Национального музея Таджикистана равна 50 тысяч квадратных метров. Идем дальше. Представляем вашему вниманию архитектурный комплекс Истеклол. Переводится «независимость». Ее высота 121 метр. Нижняя часть комплекса 30 метров. Символ 30-летия государственной независимости. А верхняя часть 91 метр, что олицетворяет год провозглашения суверенитета страны и достижения Таджикистана в период независимости. Центральную соборную мечеть, которая является самой большой в Центральной Азии, стоит представить. Поражает своим видом. Мечеть имеет 4 минарета и высота каждого 74 метра. Украшают ее 17 маленьких и 1 большой купол. Фасад полностью покрыт греческим мрамором. Все декоративные вставки, окна и двери выполнены в основном из дерева. А орнаменты на них выгравированы мастерами кандакори вручную. И самое главное, собраны они без единого гвоздя по принципу конструктора. Вся территория комплекса вмещает свыше 130 тысяч верующих.
Уже сегодня мы наблюдаем, как восхищаются архитектурой мечети гости нашей страны. Многие заходят, фотографируют и получают эстетическое удовольствие. Приглашаем всех в столицу высокогорного Таджикистана, город цветов Душанбе.